Здравствуйте, я Корешкова Ирина Николаевна, учитель начальных классов школы-лицея номер 1 Турар-Рыскуловского района, села Кулан. Представляю урок познания мира в первом классе по теме «Вкусно и полезно». Цель обучения 1.1.4.2 – объяснять необходимость соблюдения режима питания. Начинаем урок. Послушайте поговорки и объясните, почему так говорят. Хорошего немножку, сладкого недосыта. Сладок мед, да не по 2 ложки в рот. Если много съешь, то и мед горьким покажется. Почему так говорят? Правильно, потому что даже самое вкусное, сладкое нельзя есть в больших количествах. А сейчас представьте, что вы пришли в кафе и вам дали такое меню. Какие блюда вы бы заказали? Почему? Так о чем мы будем говорить на уроке? Тема сегодняшнего урока «Вкусно и полезно». Цель урока – узнать о правильном питании, научиться составлять правила здорового питания. Давайте поговорим о еде. У каждого из нас есть предпочтения, любимые блюда. Мы питаемся разнообразной пищей не только потому, что однообразная еда надоедает, но и потому, что для жизни необходимы разные питательные вещества. Эти питательные вещества находятся в разных продуктах питания. Детям больше, чем взрослым, нужна разнообразная пища. Мы употребляем в пищу продукты животного происхождения – мясо, рыбу, яйца, молоко. Также питаемся и растительными продуктами – хлеб, крупа, фрукты, овощи, растительное масло, грибы. Совершенно необходимы человеку вода и витамины. Ученые обнаружили разные витамины во фруктах, овощах и других продуктах. Если поставить на стол сразу завтрак, обед и ужин для одного человека, то тесно будет тарелкам, салатницам, стаканам. А если из всей этой пищи выделить витамины, то получится крупинка величиной с просяное зернышко. Но если этого маленького зернышка не будет в нашей пище, вас ждут болезни. Без витаминов даже самый здоровый человек начинает слабеть. У него портятся зубы, ухудшается зрение. Он постоянно чувствует себя усталым, чаще болеет. Так давайте сделаем вывод. Чтобы быть здоровым, надо питаться разнообразно. А сейчас выполните задание. Составьте пирамиду питания. Внизу в основании пирамиды расположите наиболее полезные продукты питания. Вверху расположите продукты, которые употребляются в малых количествах. Сравните свою работу с образцом. Что вы видите? У самого основания располагаются продукты, которые сделаны из крупы. Это хлеб, каша. Выше расположены продукты растительного происхождения, овощи, фрукты. Дальше идут продукты животного происхождения. Это мясо, рыба, молоко и яйца. И в самом верху продукты, которые мы должны употреблять в малых количествах. Это жир, масло, соль, сахар и сладости. Оцените свою работу с
помощью сигнала руки. Итак, какие продукты наиболее полезные? Какие продукты нужно есть в малых количествах? Сейчас посмотрите мультфильм. Привет, Ярослав. Что делаешь? Привет! Ты сам все это съел? Ой, книга очень интересная. Увлекся. Хотел вас угостить. Нет, брат, это не для меня. Мне тренер говорил, что в чипсах нет нормальной картошки. Они очень жирные. Илья прав. Такая еда плохо влияет на фигуру. И вообще от чипсов даже прыщи могут появиться. А подкрепиться можно и фруктами. Яблок хотите? А мне нравятся орешки. Папа говорил, у них много белка и витаминов. Полезно для любого, тем более для спортсменов. А еще есть сухофрукты, цукаты, хлебцы. И пить лучше простую воду или сок. Спасибо, ребята. Еда должна быть. Итак, ребята, ответьте на вопросы. Кто из детей питается правильно? Почему? Какой совет вы бы дали Ярославу? А теперь вернемся к нашему меню. Все ли блюда вы заказали полезные? А почему? Какой вывод можно сделать? Не все вкусное бывает полезным. А сейчас выполните следующее задание. Выберите полезные продукты и объясните, почему вы их выбрали. Правильно, потому что эти продукты находятся внизу, у основания пирамиды питания. Ребята, чтобы правильно питаться, нужно выполнять определенные правила. Сейчас рассмотрите картинки и составьте по ним правила здорового питания. Вам нужно составить 3 правила здорового питания. Вы можете использовать фразы «полезная пища», «вредная пища», «режим питания». Итак, ребята, подведем итог. Какие продукты питания полезные? Какие продукты питания вредные? Как правильно питаться? Закончите предложение. На уроке я узнал, я научился, мне понравилось, я затруднялся, мое настроение. И напоследок, ребята, выполните самостоятельно задание в тетради на странице 53-54. Сфотографируйте и отправьте мне. Спасибо за урок.